Для 155 первоклашек в 146-й раз распахнулись двери столичной второй средней школы. Торжественная линейка, счастливые улыбки детей и родителей, чтение стихотворений, песни и танцы. Все это неотъемлемая часть школьного праздника. И даже слезы от избытка чувств. Принимает часто школа? Принимаете? Часто школа. Принимает часто школа. За долгие годы работы у школы сложились свои традиции. Среди родителей первоклашек есть и те, чьи прадедушки и прабабушки учились здесь. В этом году учеников принимают как молодые, так и опытные учителя. К примеру, Тамара Кугони проработала в школе 51 год. Владислав Таня – один из ее нынешних учеников. Имя у мальчика достаточно редкое сегодня. Его назвали в честь первого президента Владислава Арзенба. У нас он родился 1 марта, 4 марта нужно было уже свидетельство о рождении выписывать. И одним словом, утром уже все узнали, что вот наш первый президент Владислав Григорьевич скончался в Москве. Я, конечно, полдня даже и не звонила, и ничего не спрашивала. Когда я уже как-то решилась позвонить, взял ли свидетельство, я говорю, ну что, он говорит, как решил, так и будет. Вот, его вот именно 4-го в день, когда Владислав Григорьевич умер, его Владиславом назвали. Через 11 лет нынешние первоклассники покинут стены родной школы достойными гражданами своей страны и принесут ей славу. Во всяком случае, именно это пожелала им директор Ирина Повискер. Я хочу пожелать всем ребятам отличной учебы, ну, конечно, отличного здоровья, чтобы вы нас только радовали своими пятерками. И я сейчас смотрю, что среди родителей стоят лица наших выпускников, которым хочется сказать, почему ты стоишь не на своем месте, стань в свой класс. Мы очень рады, что уже не первое поколение наших выпускников, среди наших первоклассников есть дети, которых дедушка и прабабушка учились в нашей школе. Так что добро пожаловать в нашу большую дружную семью. Первый осенний день природа радует не только золотыми листьями, но и первым звонком. Ведь именно с этого дня начинается увлекательная, хоть и длинная и порой непростая дорога в страну знаний. Чудесный, удивительный путь предстоит преодолеть первоклассникам, и поэтому необходимо запастись терпением и детям, и взрослым. Первое сентября – это не просто начало учебного года, это начало нового этапа в жизни детей, которые стали первоклассниками. Перед ними открывается огромный мир знаний, мир удивительных возможностей. Сегодня вас ждут светлые школьные классы, ваша первая учительница, ваши новые школьные друзья, которые в ближайшей перспективе, возможно, станут вашими друзьями на всю вашу долгую жизнь. Школьные годы – это замечательная и незабываемая пора для каждого человека. Наверное, каждый из нас с теплотой и благодарностью вспоминает эти годы. После окончания школьной линейки первоклашек повели знакомиться со школой. Преподаватель 1 Б класса Оксана Матвийцева работает в школе уже 10-й год. В этом году в ее классе 40 детей. Это, конечно, много, но педагог знает не только, как завладеть вниманием ребенка, но и как его раскрепостить. Будем хорошо учиться? Да! Молодцы! Я желаю детям усердия, чтобы они хорошо учились, дружили. Родителям я хочу пожелать терпения, потому что это немаловажно, особенно в начальной школе. Это приходится много стараться и всего-всего самого наилучшего. Высоко в небо взлетели разноцветные шары, символизируя новый этап в жизни детей. Но ребятишки, внимательно наблюдая за ними, пока это мало осознают. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
С наступлением первого дня осени пришел важный и ответственный день для учащихся, студентов, педагогов и родителей – День знаний. Это праздник для тех, кто любит учиться, и тех, чья профессия – передавать другим свои знания и жизненный опыт. С утра все образовательные учреждения Сухумского района распахнули двери для своих учеников. Школьный порог в этом году переступили около 500 учащихся, в их числе 80 первоклассников, которые оказались в стенах школы впервые. Еще вчера школа была лишь в рассказах родителей. И вот все по-настоящему. Огромный букет цветов, яркие шары, а вокруг учителя и толпа незнакомых мальчиков и девочек, которые совсем скоро станут друзьями. Детский сад дарил тепло и к нам печали в день. Здесь добрый дух всегда царит, здесь праздник каждый день. Анна Домарь большую часть своей жизни посвятила любимой профессии. Проработала педагогом около 30 лет. Но все равно этот день не становится для нее менее волнительным. В школе, мне кажется, я работаю всю жизнь. В данной школе работаю с 95-го года. И школа для меня все, я могу сказать это честно. Тянет школу, скучаем за школой. Слава богу, каникулы кончились. И, как всегда, наступает волнительный день не только для учеников, для первоклашек, но и для нас, педагогов. Все равно волнуемся каждый раз, приходя в школу на линейку первую. В Ишерской средней школе учатся 80 человек. В этом году в первый класс пошли всего 6 ребятишек. Школа разделена на 2 сектора – абхазский и русский. Но из-за нехватки учеников некоторые классы ведут обучение только на русском языке. Раньше в этом здании располагалась казарма военной части. Но именно здесь уже на протяжении 23 лет учащиеся и учителя вынуждены заниматься, так как школа сильно пострадала во время военных действий. Школу, в которой учился первый президент Абхазии Владислав Ардзенба, руководство страны планирует восстановить в скором времени. После войны нам предоставили это здание, сделали ремонт, и классы, конечно же, само здание не приспособлено, но тем не менее занимаемся. Вот уже сколько лет стараемся, чтобы учебный процесс шел нормально. Программа полностью выполняется. Стараемся. Директор школы Адгур Чейдия пожелал первоклассникам стремления получать знания, успехов, а выпускникам серьезно подойти к вопросу выбора будущей профессии. Желаю вам долгих лет, здоровья, хорошей учебы, хорошего поведения. Если все это будет в совокупности у вас и поведение, и прилежание, то будет вообще прекрасно, и будете хорошо учиться, и не будет никогда у вас никаких проблем. Нарядные, очень взрослые старшеклассники смотрят на малышей, вспоминая себя в их возрасте. Они до конца не могут осознать, что для них этот школьный год последний, и поэтому особенный. Для меня это последний год, конечно, этот день у меня двоякий, одновременно переполняет меня радость и грусть, то, что я последний год здесь, и, конечно, не верится, что, сегодня, уже последний год, как 1 сентября, больше никогда в жизни не будет. Я очень рада, что я учусь в Ишерской школе, я буду гордиться этим, передавать через много поколений своим детям и всем, то, что училась в Ишерской школе. А это школа президента Владислава Григорьевича Ардзенба. Это тоже большая очень гордость для нас. Вот прозвенел долгожданный первый звонок. В общеобразовательной 12-й школе в районе Маяка занятия проводятся на русском языке. В этом учебном году были введены новшества в образовательном процессе. Школа с русским языком обучения, как вы знаете, поэтому, абхазский язык в пределах учебной программы, конечно, изучается, но исходя из-за того, что в этом году у нас многочисленные классы образовались, мы решили разделить классы на группы языковые. У нас в каждом классе будут по 2 абхазские группы по изучению абхазского языка. Исходя из того, что в этом году Министерство образования вводит, в будущем году дети обязаны будут сдавать абхазский язык, переводные экзамены будут по языку. По истории Абхазии мы хотим работу усилить, чтобы показать хорошие результаты в этом деле. В этом году в этой школе впервые за парты сели 40 детишек, а общее количество учащихся – 260. С началом учебного года коридоры учебного заведения оживились. Нарядные в белых сорочках ученики разглядывают школу, общаются со сверстниками и рассказывают, как провели лето. А первоклассники делятся своими впечатлениями. Мама рассказывала, что у меня будет много друзей. Мне очень нравится в моей школе. Все вместе они с нетерпением ждут первый урок. В этом году это урок мира. Урок, с которого и начинается путешествие в страну знаний. Сима Аргун, Саидайба, Абхазское телевидение.
Лето позади, пора приниматься за нелегкий труд ученика. Тысячи школьников по всей Абхазии 1 сентября отмечают День знаний. В Гагарской абхазской школе номер 1 имени Чамагуа отдохнувшие нарядные дети с цветами в руках и неизменным блеском в глазах стоят стройными рядами на праздничной линейке. Звучит для кого-то уже привычный, а для кого-то пока еще первый в жизни школьный звонок. По традиции под звуки гимна республики лучшие ученики школы поднимают абхазский государственный флаг. Единственная в Гагре абхазская школа в этом году приняла рекордное для себя количество первоклашек – 54. Они были предусмотрительно распределены по 3 группам, соответственно уровню их знания родного языка. Выступавший на мероприятии глава администрации Гагарского района Заур Бганба не мог не отметить этот радостный факт. На праздничной линейке ученикам, отличившимся наилучшими результатами в течение предыдущего учебного года, были торжественно вручены грамоты. Беня Альмина, Бган Бараив, Папа Рустам. Детский сад позади, впереди долгая, насыщенная школьная жизнь. Из уст первоклашек звучат первые в их жизни стихи на правах вступивших в полноценную школьную жизнь. После праздничной программы прозвенел первый школьный звонок. Дети и их родители с трепетом в сердцах идут в светлые просторные классы, где их уже ждут учителя. Маленький Саид не скрывает своей радости и гордости, ведь теперь он первоклассник. Чувство переполняет детей, а кое-кто даже успел соскучиться по маме. В этом году решением руководства Гагарской администрации учащиеся 1-й абхазской школы из аварийного состояния здания были временно размещены в здании школы искусств. По словам директора школы Ханы Гунба, принятое решение никак не навредит учебному процессу. Некоторое время, около 2 лет, в этом здании, в одном здании будут существовать 2 школы. Гагарская общеобразовательная 1-я школа и Гагарская школа искусств. Я думаю, что это, в общем-то, удобно, потому что мы друг другу не мешаем. Ученики общеобразовательной школы являются теми же учениками школы искусств. К тому моменту, когда заканчивается учебный процесс у нас в школе, начинаются занятия в школе искусств. Поэтому мы, я думаю, весьма гармонично будем сосуществовать под одной крышей, в одном здании. С каждым годом растет количество детей, поступающих именно в абхазские школы Гагарского района, что говорит о том, что наш родной абхазский язык развивается. Ведь, как гласит пословица, человек, не знающий родного языка, словно соловей, не умеющий петь. На Алакове, Беслан Шинджерия, Абхазское телевидение. Школьные каникулы уже позади. Сегодня, как и по всей стране, школы Тхуарчала вновь открыли свои двери перед учениками. Но этот день особенно волнителен для тех, кто впервые перешагнул порог школы и сел за свои парты. А вот и они, счастливые первоклашки тхуарчалских школ. Их в этом году, как и во всех школах страны, рекордное количество. Как говорится, при полном параде с цветами, шарами в сопровождении мам и пап на линейках. Сегодня их праздник. Для них это день больше, чем день знаний. Это день встреч и важных перемен. А еще это день, когда родители с любовью и трепетом поправляют воротнички и банты, а также, волнуясь и переживая, смотрят вслед. Во 2-й тхуарчалской школе в этом году 28 первоклашек. Их классный руководитель Хатуна Бигвава признается, самое главное – найти подход к каждому ребенку. Это мой уже 2-й набор класса, присутствует волнение, но надеемся, что все будет хорошо, детки будут учиться, мы будем заниматься, у нас пройдет урок мира, мы познакомимся, я поговорю о мире, попоем песенки, все как положено. На торжественной линейке по традиции взрослые желают ученикам отличных отметок и хорошего учебного года. Этот день особенный день для тех
кто сегодня впервые открывает для себя новую страницу, связанную со знаниями. Это наши первоклассники, это наши первокурсники. И я в первую очередь от всей души поздравляю их и их родителей. Надеюсь, что этот учебный год будет успешным. От имени президента, от имени администрации, собрания Тхуачалского района поздравляю вас с самым светлым праздником. С праздником Днем Знаний. Эва Андреяхина, первоклассница 4-й Тхуачалской школы. Свыкнуться с мыслью, что она уже школьница, девочка пока не может. Слезы на глазах, а на лице испуг. Все, я с тобой стою. После торжественной линейки детей проводили в классы, где для них начался первый в их жизни урок. Еще одна Тхуачалская школа, первая, приняла в ряды первоклассников 21 ученика. На торжественной линейке они без всякого стеснения рассказали стихи. Коридоры Абхазской первой Тхуачалской школы вновь оживились. Ребята поторопились в свои классы. Пока старшеклассники шумно делятся рассказами о прошедших летних каникулах, в кабинете первого класса раздается детский плач. Самым маленьким школьникам не так просто привыкнуть в школьной среде. Несомненно, в этом деле их помощниками и верными друзьями станут их преподаватели. А большинство детишек легко адаптировались и даже спели песню. В числе первоклассников и 6-летний Арсен Адлиба. В первую школу он пришел вместе с мамой, и за парту его посадила она. Теперь здесь он будет учиться 11 лет. Арсен уже привык к школьной атмосфере, знакомится с одноклассниками и без всякого стеснения общается с классным руководителем. Мне нравится школа. В первую очередь хочу поздравить всех родителей с таким замечательным днем. Очень волнуюсь. Надеюсь, что мы осилим, и все будет хорошо. Начался новый учебный год. Школьники продолжат путь к знаниям. А для первоклассников первым этапом на этом пути станет Анбан. Поздравляю всех выпускников, всех первоклашек. Желаю всем успехов в новом учебном году, хорошего настроения, новых сил, здоровья и мирного неба. Сарья Смыр, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В этом году в Ачамчирском районе первоклассниками стали 280 детей. Из них во вторую русскую школу Ачамчиры пошли 30 детишек. А всего здесь учатся более 400 учеников. Со словами «добро пожаловать» к первоклассникам обратилась директор школы Илона Доменя. Пожелав учащимся успехов в учебе, она с гордостью рассказала об успехах прошлогодних выпускников, большинство из которых стали студентами высших учебных заведений России и Абхазии. Директор вручила грамоты лучшим учащимся второй русской школы имени Фомы Эшба. Замминистра образования и науки Дмитрий Гварами поздравил школьников с началом учебного года, подчеркнув, что для первоклассников начинается интересная дорога знаний длиною в 11 лет. Перед вами длинная и интересная дорога, которая растягивается в 11 лет, в течение которой вы познаете совершенно новый мир, станете взрослыми и дальше продолжите свой путь. Я вас всех поздравляю. Выпускникам этого года хочу пожелать успехов. Хочу также вам сообщить, что победители Олимпиады в этом году будут иметь приоритетное право в поступлении в иностранные вузы. Первоклассники, в свою очередь, тоже подготовились к этому знаменательному дню. Выучили стихотворение, которое они и прочли на торжественной линейке перед учителями, родителями и одноклассниками. Это первокласски. В школу Веленицы все несут букеты. Мы идем учиться. До свидания, лето. Мамам, папам жмутся. Это первоклассники. Ждут они, волнуются. Первый свой звонок.
Вот он и прозвенело. Ученики 5 класса подготовили для первоклашек веселый танец, а будущие выпускники подарили им альбомы и разноцветные карандаши. Первый раз первый звонок для первоклашек прозвенел в руках маленького Эльмера Малания. Затем ученики 1 класса зашли в свои классы, где учителя провели им первый урок – урок мира. Амра Амичба, Анатолий Малания, Абхазское телевидение.